Новости на канале Осетия Рыштон. В студии Ирина Газаева. Здравствуйте. Коротко о главном. Новый учебный год в новых условиях. В школе селения Ир началось долгожданное строительство спортзала. На каком этапе сейчас работы, расскажем в выпуске. Масштабное обновление, современное оборудование, скоростной интернет. Североостинский торгово-экономический колледж капитально отремонтируют благодаря участию в федеральном проекте «Профессионалист». Каких изменений еще ждать студентам? Спасти, помочь и защитить. В Цейском ущелье проходят всероссийские сборы по альпинистской подготовке спасателей МЧС России. В этом году участвуют больше 60 специалистов из разных регионов страны. Пока у студентов каникулы, в Североостинском торгово-экономическом колледже идут масштабные ремонтные работы. Одно из старейших учебных заведений Северного Кавказа преобразился благодаря участию в федеральном проекте «Профессионалист». Объем работы предстоит еще большой, но специалисты строго соблюдают график. Обещают завершить к 1 сентября. Подробнее в материале моей коллеги Залины Калмановой. Масштабного обновления здесь ждали не один год. Студенты рассматривают план колледжа. Таким он будет уже через месяц. После капитального ремонта здание преобразится практически до неузнаваемости. Рабочие обращают внимание на все. Важно заменить изношенные материалы. Даже малейшая деталь может в будущем спровоцировать новые проблемы. При демонтаже полового покрытия выявились тоже подводные камни, которые показали нам, что балки в данных помещениях, они уже сгнили, так скажем, они не годятся. Восстановить все не так-то просто. Для начала нужно частично заменить деревянную конструкцию и только после уложить покрытие. Но и это не все. Ну вот и усложнение, сбили штукатурку с потолков тоже, потому что показало, что это текло, наверное, до замены крыши, все кровли, все текло, и, в общем, тоже будем это усилять. И это неудивительно. Зданию больше 200 лет. Это по-настоящему историческое место. Одно из старейших государственных учебных заведений Северного Кавказа. Здесь проведут целый комплекс демонтажных работ. Оштукатурят стены, сделают стяжку, заменят сантехнику и электрику. Кроме того, создают максимально комфортные условия для студентов. Проведут интернет, а кабинеты оснастят самым современным оборудованием. Сегодня на объекте у нас 24 человека. Вот в данный момент, наверное, это электрики, сантехники, интернет ребята проводят, соответственно, те, кто занимаются заменой пола, балок и так далее. Все работы проводят по федеральной программе «Профессионалитет». Она охватывает 70 учебных заведений по всей стране. Задача – объединить учреждения и работодателей. Это поможет выпускать востребованных специалистов. Проект реализуется по 5 специальностям – бухучет, коммерция по отраслям, логистика, товароведение и финанс. Студенты поступают на целевые места, а это значит, что после учебы их трудоустроят. В данной ситуации что нам дает профессионалитет, кроме капитального ремонта и, скажем так, оснащения последнего уровня? Нам дает право сделать и рассматривать учебные процессы, видоизменять их. Нам дает право изменить и уменьшить процесс обучения до 40%, а в среднем это целый год обучения. Следовательно, делая методические рекомендации. Условия, которые создают, адаптированы под всех специалистов, а необходимая техника в классах поможет студентам полностью развить свой потенциал. Рабочие строго соблюдают график, обещают завершить к 1 сентября. Залина Калманова, Хетак Гапоев. Новости Осетии. Больше 15 лет в средней школе села Ир нет спортивного зала. Ребята занимались физкультурой в актовом, который переделали в гимнастическую комнату. Всего там учатся 235 человек. С весны на территории учреждения строят новое помещение площадью около 500 квадратных метров. Это одноэтажное здание с подвалом и чердаком. Внутри все необходимое для занятия физической активностью. Зал, раздевалки с душевыми, тренерская с санузлом и снарядная для спортинвентаря. Строительство проходит по федеральным программам «Устойчивое развитие сельских территорий» и «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. Задействованы 15 специалистов, уже возвели монолитные колонны. Сейчас работы на этапе кладки наружных стен с утеплением.
Первое время дети не могли даже поверить своему счастью. Они подходили к окнам, рассматривали работающую технику и задавали единственный вопрос: а через какое время начнет работать наш спортзал? И сами же себе отвечали: наверное, лет через 5 меня уже в этой школе не будет. К счастью, наш подрядчик «Стройклимат» работает быстро и качественно. Сроки у нас до конца календарного года, но мы очень надеемся, что в сентябре все-таки наш спортзал уже будет работать. Активисты партии «Единая Россия» проверили спортивные площадки республики. В центре внимания футбольные ворота и покрытие поля. Они должны быть безопасными и соответствовать нормам. Всего около 10 объектов. Это те площадки, которые открыли по партийным проектам. По итогам рейда единороссы нарушений не выявили, лишь небольшие недочеты. Их направят в Центральный комитет партии и ответственные ведомства республики. Мониторинг провели в рамках проекта «Крепкая семья» совместно с Министерством спорта. Есть отдельные участки, где резиновое покрытие, оно вышло из строя. Оно вышло из строя, это нормально, скажем так. Оно прослужило гораздо больше, чем оно в обычных условиях служит. Потом бортики, они фанерные и, видимо, из-за воздействия природных факторов уже потихонечку выходят из строя. Кроме того, вы видите, что есть, помимо всего этого, изъяны, которые, видно, что это вот сделано руками наших горожан. К большому сожалению, эти факты вандализма на этом объекте конкретном тоже присутствуют. Как Северная Осетия поддерживает начинающих предпринимателей, рассказали в центре «Мой бизнес». Каждый мог получить бесплатную консультацию и разобрать проблемы своего производства. Самый популярный вопрос, конечно, посвящен финансированию. Опытные маркетологи рассказали об участии в грантовых конкурсах. Спикеры подчеркнули, в предпринимательстве особенно важна информационная поддержка. Все для развития малого и среднего бизнеса. В онлайн-режиме в мероприятии участвовали представители Московского агентства стратегических инициатив. Они презентовали федеральный проект «Открыто для всех. Новый формат доступной среды предпринимательства». На семинаре обсудили особенности консультирования людей с ограниченными возможностями здоровья. Я провожу образовательное мероприятие, которое необходимо для того, чтобы бизнес и мог начать грамотно, мог воспользоваться теми мерами поддержки, как финансовой, имущественной, информационной, консультационной. И со стороны региона делается очень много. И очень многие об этом не знают. Это возможность общения с федеральными экспертами, это возможность получить информацию из Москвы, то есть расширять свои, так скажем, познания. Дело в том, что мы занимаемся давно бизнесом, но местных наших объемов не хватает. В Северной Осетии предложили установить новый арт-объект в виде знака геолокации. Каждая геоточка будет располагаться в знаковых местах республики и связана между собой общим туристическим маршрутом. При дизайне объектов использовали государственные символы, в частности флаг и герб. Цель проекта – объединение республик с КФО в сфере туризма. Приезжие смогут ознакомиться с культурой и историей Кавказа, отдохнуть на прилегающей территории и сделать памятные фото. Так как это все-таки геоточка, то мы планируем обратиться к Яндексу для того, чтобы зарегистрировать каждую точку, чтобы у каждой точки была своя координата, чтобы туристы спокойно могли находить этот, получается, арт-объект. При установке данных композиций предусмотрено благоустройство территории вокруг, снабжение мусорными баками, зонами и местами отдыха. В принципе, сама геоточка есть своего рода место отдыха людей, поскольку нижняя часть конструкции, она изготовлена в виде круговой скамьи. Фонд развития туризма республики регулярно поступают предложения по разработке новых арт-объектов. Креаторам оказывается определенная информационная поддержка и предоставляется возможность взаимодействия с общественностью.
Что касается непосредственно проекта геолокация, то в случае, если этот проект получит поддержку от общественности, если проектом заинтересуются инвесторы, мы окажем поддержку для того, чтобы реализовать этот арт-объект. То есть к нам непосредственно авторы обратились с целью оказания, во-первых, информационной поддержки, во-вторых, взаимодействия с другими регионами, и чтобы мы уже определили локацию, на которой данный арт-объект будет выигрышно смотреться. Быстро сориентироваться, оперативно сработать на скалистой местности и оказать первую помощь в сложнейших условиях. В Цейском ущелье проходят ежегодные всероссийские сборы спасателей по альпинистской подготовке. Программа включает в себя как теоретические занятия, так и практические отработки. Представители разных регионов обучают всему, чтобы помочь и спасти пострадавшего человека в экстремальной ситуации. Тамила Акцоева продолжит. План такой – найти пострадавшего, оказать первую помощь, транспортировать в безопасное место, а после передать скорой помощи. Главное – работать слаженно и эффективно. Умение взаимодействовать в команде – одно из нужных качеств. Спасатели разворачивают аки и постоянно разговаривают с раненым. Это помогает остановить панику и контролировать состояние. Давай, раз, два, три. Сейчас все хорошо, достанем тебя. По легенде, на пути возникает сложность. Скалы не позволяют нести аки на себе, поэтому нужно использовать нижнюю страховку. Команда быстро обсуждает план действий и приступает к операции. Делятся на две группы и обходят преграду. Пока одни забираются наверх, другие уже ждут их там для подстраховки. Все должны действовать по инструкции. Это очень ответственный момент, потому что сложный рельеф, есть опасности в плане того, что может быть обрушение камней. Плюс эта работа может быть в безопорном пространстве, поэтому здесь команда должна быть опытная, слаженная. Новичков на такие работы в горы уже не берут. Спасательная операция прошла успешно, но трудности на этом не закончились. На пути бурная река, а значит, команду ждут новые испытания. Переправить пострадавшего на другой берег и не причинить вреда – задача непростая, но выполнимая. Аки прикрепляют к специальному тросу и транспортируют по нему. Такие учения и знания необходимы каждому специалисту. Я обращаю, как люди тренируются, как готовятся, чем они занимаются в своих отрядах, потому что сразу видно их подготовку. Эти сборы у нас уже вторые, и поэтому на данный момент участники более подготовленные приехали, потому что в прошлом году это были новичковые сборы, сейчас уже сборы для тех, кто более подготовлен. 2 дня назад от оперативного дежурного поступил звонок. В районе языка Цейского ледника отдыхающие нашли человека. Мужчина вышел прогуляться, поснимать красоты ущелья, но произошел несчастный случай. С гор упал камень и попал ему прямо в ногу. В результате повреждения мягких тканей и предположительно перелом голеностопа. Дежурная группа сразу выдвинулась на разведку. Участники сборов также отреагировали на произошедшее. В итоге приехали на учения, а провели реальную спасательную операцию. Ребята, которые приехали на всероссийские сборы по альпинистской подготовке, все аттестованные спасатели. Многие из них имеют уже разряды по альпинистской подготовке. Очень быстро они подошли к пострадавшему. Некоторые прям прибежали туда. Девушка, врач в составе сборов была. Она оказала ему квалифицированную помощь, установила даже капельницу прямо возле ледника, наложила шину, и после этого 3 сменами пострадавшего по 4 человека несли вниз, периодически его передавая друг другу, то есть без остановки его спустили вниз до темноты и отдали работникам скорой помощи. В сборах участвуют больше 60 подготовленных спасателей МЧС России и 12 человек – инструкторы. С 17 июля по 6 августа они проходят разные теоретические и практические задания. Изучают особенности погоды в горах, транспортировку, эвакуацию пострадавших и многое другое. Спасатели со всей России каждый год приезжают в горы Северного Кавказа, чтобы улучшить свои навыки в работе на горной местности. Тамила Акцоева, Алина Меликова. Новости Осетии. Такой была информационная картина дня. Спасибо за внимание и до встречи.